Солнце радостно проснулось, осторожно потянулось. Лучиком пора вставать и урок наш начинать. Здравствуйте, ребята! Начнем урок чтения. Тема сегодняшнего урока – Михаил Зощенко, «Бабушкин подарок». На уроке познакомимся с биографией Михаила Зощенко, прочитаем рассказ «Бабушкин подарок», проанализируем этот рассказ. Зощенко Михаил Михайлович – писатель, сценарист и драматург. Родился он 10 августа 1894 года в Питере. Его родители были дворянами. Отец Михаил Иванович Зощенко был художником. Он зарабатывал на жизнь своим талантом. Мать Елена Осиповна Зощенко до замужества играла в театре. Кроме того, она писала детские рассказы. Михаил выучился в гимназии, которую он окончил в 1913 году, а с университета был отчислен за неуплату. Зощенко начал зарабатывать рано. На летних каникулах работал контролером на железной дороге. За свою юность писатель сменил около 15 профессий. Писать он начал еще 8-летним мальчиком. Сначала это были стихотворения, потом рассказы. В 13 лет он стал автором рассказа «Пальто», написанный под впечатлением от неурядиц в семье и сложного детства. Зощенко Михаил Михайлович стал популярным очень быстро. Его книги издаются и переиздаются, а фразы становятся крылатыми. Ребята, я надеюсь, вы внимательно слушали меня. Предлагаю проверить себя. Для этого вы должны выполнить следующее задание. В скобках даны варианты ответов. Выберите правильный ответ. Итак, начнем. Михаил Зощенко родился 10 августа, 20 августа, 25 августа 1894 года в Питере. И правильный ответ 10 августа. Правильно, идем дальше. Отец был учителем, музыкантом, художником. Кем же был его отец? Отец был художником. Михаил выучился в гимназии, которую он окончил в 1913 году, а с университета был отчислен за пропуски, за неуплату, за неуспеваемость. Так за что же был он отчислен? Правильно. Михаил был отчислен за неуплату. За свою юность писатель сменил около 10, 15, 22 профессий. Правильный ответ – около 15. Писать он начал еще 8-летним, 9-летним, 10-летним мальчиком. Сначала это были стихотворения, потом рассказы. Начал писать он, правильно, 8-летним мальчиком. Молодцы, ребята, с заданием вы справились. Михаил Зощенко создал серию произведений для детей под названием «Лёля и Минька». Один из них – рассказ «Бабушкин подарок». Случай, описанный в этом рассказе, несомненно оставил глубокий след в жизни рассказчика. Он понял, что нельзя быть жадным, завистливым, нельзя кричать всему миру о совершенных добрых поступках. И все это произошло благодаря бабушкиному подарку. А как это произошло, узнаем, прочитав рассказ.
У меня была бабушка. Она меня очень любила. И каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И вдобавок приносила с собой целую корзинку пирожных. Из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. А мою старшую сестренку Лёлю бабушка не очень любила и не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей, какое придется. И от этого моя сестренка Лёля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку. В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. В одной руке у нее корзинка с пирожными, а в другой сумочка. И мы с Лёлей побежали к бабушке и с ней поздоровались. И с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. И тогда моя сестренка Лёля сказала бабушке: «Бабушка, а кроме пирожных ты разве нам сегодня ничего не принесла?» И моя бабушка рассердилась на Лёлю и так ей ответила: «Принесла, только не дам невоспитанной особе, которая так откровенно об этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше всех на свете благодаря своему тактичному молчанию». И на мою ладонь она положила 10 новеньких монеток по 10 копеек. Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. И тогда Лёля силой ударила по руке снизу вверх так, что мои монеты подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву. И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые: мама, папа и бабушка. И они все моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки. И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала: «Видите, как правильно я поступила, что не дала Лёльке ни одной монеты? Вот она какая завистливая особа! Если думает не мне, так и не ему. Где, кстати, эта злодейка в настоящий момент?» Чтобы избежать трёпки, Лёля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком. Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Лёлю из рогатки, чтобы снять ее с дерева, но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Лёля могла упасть и сломать себе ногу. Бабушка хотела отобрать у мальчика рогатку, и тогда мальчик рассердился на всех и на бабушку и издали стрельнул в нее из рогатки. Бабушка, ахнув, сказала: «Как это вам нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили. Нет, я не буду к вам больше приезжать, чтобы иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне моего славного мальчика Миню, и всякий раз в пику Лёльке буду дарить ему подарки». Папа сказал: «Хорошо, я так и сделаю, но вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку. Конечно, Лёля поступила нехорошо, но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете. Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нет, и с этим он не довел бы свою сестренку до злобы и зависти». Сидя на своем дереве, Лёлька сказала: «А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит,
а не только Миньке, который по своей глупости или хитрости молчит и поэтому получает подарки и пирожные. Бабушка не пожелала больше оставаться в саду, и все взрослые ушли пить чай. Тогда я сказал Лёле: «Лёля, слезь с дерева, я подарю тебе 2 монетки». Лёля слезла с дерева, и я подарил ей 2 монетки. И в хорошем настроении пошел на балкон. Все-таки бабушка оказалась права. Я лучший мальчик на свете. Я сейчас подарил Лёле 2 монетки. Бабушка ахнула от восторга, и мама тоже ахнула. Но папа, нахмурившись, сказал: «Нет, лучший мальчик на свете не тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этим не будет хвастаться». И тогда я побежал в сад, нашел свою сестру и дал ей еще монетку. И ничего об этом не сказал взрослым. И вот, ребята, прошло с тех пор много лет, и до сих пор я отлично помню папины слова. Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно, но к этому, дети, я всегда стремился. Понравился ли вам рассказ, ребята? Для своих рассказов Зощенко привлек собственные воспоминания детства. Автор надеется, что его опыт научит маленьких читателей, как стать в будущем добрыми, правдивыми и нравственно здоровыми. Главная цель – желание преподать юным читателям основные правила жизни. Ребята, предлагаю выполнить следующее задание. Вам необходимо заполнить карту произведения, определить место, героев, события, которые произошли в начале, в середине, в конце рассказа. Проверьте себя. Место действия – дача, герои – Миня, Лёля, бабушка, папа, мама, Павлик. Начало – приезд бабушки, подарок. Середина – вредные поступки Лёли. Конец – Минька совершил хороший поступок. Ребята, карта произведения поможет вам пересказать рассказ. А теперь давайте дадим характеристику героям. Бабушка – строгая, не всегда справедливая, но любящая своих внуков. Минька – мальчик, который очень хотел быть хорошим. Узнал, что быть хорошим очень трудно. Добрый и отзывчивый, любит похвастаться, готов поделиться с сестрой тем, что имеет, но только после того, как узнал, что это хороший поступок. Лёля – хитрая и умная, ловкая, умеет за себя постоять, решительная и смелая, подвержена приступам зависти и злости, ревнует брата к бабушке и обижается. Папа – справедливый, строгий, серьезный, не умиляется поступкам детей, он заинтересован в том, чтобы его дети выросли достойными людьми. Мама добрая и очень любит своих детей. Павлик – невоспитанный мальчик. Ребята, главная мысль рассказа – быть хорошим очень трудно, но зато необыкновенно приятно.
Помните, надо быть щедрым, думать не только о себе, стремиться стать вежливым, воспитанным, а не хвалиться добрыми делами, не выпрашивать подарков, во всем меру знать. Домашнее задание. Прочитать рассказ «Бабушкин подарок». Пересказать. До свидания, до новых встреч.